Одним из самых важных составляющих в развитии спорта является строительство спортивных объектов. В Ингушетии спорт любят и активно его развивают. В конце 2015 года в сельском поселении Верхние Чулки состоялось открытие первого физкультурно-оздоровительного комплекса. Физкультурно-оздоровительный комплекс Верхние Чулки функционирует с 17 декабря 2014 года. С момента открытия ФОКа мы провели набор детей и открыли разные секции. То есть вначале мы открыли секции по олимпийским видам спорта, то есть дзюдо, вольная борьба, бокс. Потом мы разнообразили, то есть дополнительно открыли еще боевой самбо, по игровым видам спорта, различные секции, так скажем. На данный момент у нас функционирует 12 видов спорта. Открытие ФОКа стало настоящим подарком для жителей села, особенно для молодежи. На сегодняшний день в спортивных залах спорткомплекса посменно тренируется свыше 500 человек. По последним подсчетам у нас набралось 580 детей, то есть спортсменов. Занимаются дети из 3 сел, у нас Верхнего, Средних и Нижнего Чулков. Приезжают также из села Вейбекюрт. Соответственно, бывает несколько, не так много детей с Назрани, с Карбулака. То есть набор у нас довольно большой для этого ФОКа. Значимый объект он для нас, потому что до этого у нас не было такого сооружения, так скажем, спортивного комплекса. Был у нас зал дзюдо в Верхних Чулках, рядом с мечетью у нас находился, но там не было таких условий, чтобы дети могли полноценно заниматься. А в этом ФОКе у нас есть, конечно, большой тренажерный зал, большой зал для единоборств. Также есть все условия, начиная от санузлов, заканчивая до душевых кабинок. То есть все условия созданы, чтобы дети могли заниматься полноценным спортом. Вначале, после того, как мы открыли свой ФОК, мы начали набор детей. Дети приходили, конечно, с родителями. Мы попросили родителей, чтобы они предоставили нам пакет документов. Туда входило фотографии детей, метрические, копии метрические. У нас, даже могу наглядно показать, у нас картотека на каждого спортсмена. То здесь указаны все документы, даже видно. С фотографией мы приклеили, завели карточку спортсмена, сюда прикладываются все документы, то есть справки, что даже есть справки с медицинских учреждений, что дети могут заниматься спортом, то есть нагрузки не противопоказаны, так скажем. То есть вы всем рады, да? Да, мы, конечно, всем рады, потому что каждый ребенок для нас очень важен. А про этот ФОК, конечно, можно рассказывать долго, я могу вам устроить маленькую экскурсию, можем пройтись, посмотреть. Мы же сейчас находимся на 2-м этаже. Какие вообще здесь кабинеты, какие залы у вас находятся именно на этом этаже? Как вы уже подчеркнули, это у нас 2-й этаж. Здесь в основном у нас находится буфет, находится кабинет чисто технического персонала, то есть кабинет заместителя, есть кабинет завхоза, тренерский кабинет. Также у нас большой тренажерный зал на 2-м этаже и, конечно, довольно много санузлов. То есть все условия предусмотрены для спортсмена, как на 1-м этаже, так и на 2-м? Да. У нас что на 1-м этаже, и на 2-м этаже все условия созданы для спортсмена, также для персонала. Да. То есть персонал вы набирали со своего села или же приезжают люди из других сел? Изначально мы набирали персонал со своего села, то есть если у нас, например, по секциям нету своих тренеров с сельского поселения Верхнего Чулкова, Нижнего, Среднего, конечно, мы приглашали специалистов с Малгобека города, с Назрани, потому что, например, я могу привести пример, тренера по вольной борьбе у нас не было в сельском поселении Верхнего Чулкова, и мы, соответственно, пригласили их с Малгобека, то есть смотрели, какие лучше нам подходят специалисты. Но они справляются довольно. Результаты хорошие. Буфет, да, это у нас буфет, да. Работает, да? Да. Это у нас буфет, да. Здесь мы в основном, когда проводим соревнования, все тренера, приезжие, местные тренера здесь обедают. И бывает, что даже мы ужинаем, потому что некоторые соревнования у нас длятся довольно долго. То есть некоторые соревнования заканчиваются в 10 часов вечера, некоторые даже в 11. Мы стараемся для приезжих даже организовать ужин, чтобы они могли хотя бы уехать здесь. То есть это получается, Ислам, помимо гостей, которые приезжают на соревнования, также здесь могут обедать или ужинать спортсмены, которые здесь тренируются вечером? Да, соответственно. Дальше мы с вами пройдем большой тренажерный зал.
Здесь у нас находится большой тренажерный зал. Мы его открыли совсем недавно, то есть он работал у нас до этого. То есть, Расширили? Да, мы расширили этот зал, докупили на необходимые нам тренажеры. Вот сейчас пройдем, посмотрим, что у нас тут. Салам. Это у нас большой тренажерный зал. Здесь с 7 часов в основном начинается тренировка, но так как вы пришли, некоторые спортсмены у нас разбегаются, стесняются. Вот. А вот общем, если говорить, много ребят, которые здесь именно занимаются в этом зале? Здесь в основном до 7 часов вечера у нас занимаются непосредственно наши спортсмены, которые тренируются в этом фоке. То есть это не маленькие дети, вот взрослые ребята, которые здесь занимаются. После 7 у нас как бы идет вечерний досуг, они занимаются платно, оплачивают. Да, у них 1000 рублей абонентская плата, они оплачивают инструктору свои занятия, оплачиваются. И в основном можно сказать, что это бесплатный зал. Ну, смотрите, Слава, это насколько это важно, что вот, допустим, ребята вот приезжают с работы, да, и вечером они могут использовать свое время с пользой, да, приходить в этот зал. Есть общая черта, если говорить, вот, насколько это важно для села. Вот если сказать, вот в спортивном плане, это очень важный тренажерный зал для наших спортсменов, так как до открытия этого фока наши спортсмены выступали по армспорту, то есть по виду армспорт. Они ездили в город Назрань, тренировались там, выступали, и, соответственно, они ездили туда после рабочего дня, то есть вечером. Это, конечно, было тяжело для спортсменов вечером добираться, вечером обратно возвращаться. Теперь у них есть возможность заниматься в своем селе, и у них свои показатели в спортивном плане. То есть у нас в этом зале выросло несколько своих чемпионов. Один у нас спортсмен Беков недавно, вот, неделю назад занял первое место на чемпионате России по армспорту. Есть свой чемпион мира по армспорту, чемпион Европы есть, 4-кратный чемпион России. То есть этот зал дает свои результаты нам. И, соответственно, для досуга он очень тоже важен, потому что люди тоже, возвращаясь с работы, могут спокойно прийти до 11 часов, потренироваться и уйти домой. Пятьдесят гусов, группа СГА, 50 гусов тренировки, и через день будет тренировки, будет кигна. До 7 до 11, это было ворса дала, дзюдо, борьба, бокс, уже было, на улице был уже, кянки, хокдали тренировки, стану необходимые тренировки. Первое на улице, вот же вали веси, заниматься же, сега, и же тренировки шанял, уже نتزحم نبرة تيش تانك هم أي شغلوس خلق على أي يخسر أي زني же بنا خلق نظرا قيو يرتشك مثلا أوج بري هنزل حيلة كان ثاني تأخذ حمل دات والأخ ورس بساني يال شيء برس بساني شيء زني مازق وكانش. Теперь мы с вами спустимся на первый этаж. Здесь мы закончили на втором этаже. Все, что есть на втором этаже, я вам показал. Спустимся на первый этаж, покажем вам большой спортивный зал. Это у нас первый этаж. Мы сейчас спустились на первый этаж. Здесь у нас находится гардеробная, то есть на первом этаже у нас размещены два больших гардеробных вот, для приезжих спортсменов, для гостей, то есть и для домашних спортсменов, так скажем. То есть шкафчики, у каждого свой шкафчик здесь находится, да? Да, здесь шкафчики, санузел, душевые кабины, то есть все работает. То есть и вода тоже, да, здесь? Да, все. Все работает. Действительно, да, теплая вода. Опять же, это место для детей, да.
В общем, если говорить откровенно, то действительно для всех спортсменов созданы Все условия у нас. условия. Да. Здесь у нас на первом этаже коридоре мы сделали портреты, то есть повесили наших именитых спортсменов, чтобы могли любоваться дети, как бы каждого спортсмена свой кумир, чтобы они могли равняться нашим известным спортсменам. Тем более, когда есть свои кумиры. Да, вот у нас Хасан Халмурзаев здесь, олимпийский чемпион, Бокова, чемпион России по кикбоксингу, также Магушко Муса, но все наши известные спортсмены с Ингушетии здесь мы разместили. Это как у нас коридор славы. Конечно, после победы Халмурзаева на Олимпиаде, конечно, все потянулись в дзюдо. Но у нас в основном есть выбор, 12 секций, все как бы полноценные у нас проходят тренировки, то есть все группы у нас укомплектованы. После победы Халмурзаева, конечно, все шли в дзюдо, ну, спортсмены, то есть хотели в дзюдо. Вот. А в основном, конечно, каждая группа у нас переполнена. На каждой секции, грубо говоря, по 100 спортсменов у нас. Здесь сразу же бросается в глаза чистота и порядок, что говорит о добросовестной работе персонала и руководства ФОКа. Это у нас большой холл. Здесь мы поставили шкафчики, выставили все кубки, достижения спортсменов, чтобы они могли видеть достижения своих спортсменов. А вот здесь у нас есть кубки свои. Есть кубки с чемпионата Европы, с чемпионата мира, есть футбольные, игровые виды спорта, то есть чемпионат Республики Ингушетия по футболу. Но для нас все эти кубки очень важны, хоть они занимали хоть третье место, вторые места. Это наши достижения, наш результат, наша работа и наш успех. Это получается, что за 4 года ваши воспитанники выиграли все эти кубки, да? Да, и, соответственно, после открытия ФОКа, после открытия ФОКа, после первого года наши спортсмены начали выступать на различных турнирах, то есть на местных турнирах, выезжали также на СКФО России, они занимали свои призовые места. Первый кубок у нас был, второе место чемпионата России, это тоже для нас важный кубок, хоть вот второе место, но это у нас первый кубок по кикбоксингу. Мы все выставляем здесь на показ, чтобы люди родители могли видеть, чтобы посетители могли видеть наши достижения. Это всецелом это наша работа, то есть то, что мы проделали за эти 5 лет, это здесь у нас все указано. Основной зал у нас большой зал единоборств. Сейчас мы пройдем, там увидите, у нас идет тренировочный процесс. В данный момент занимаются дети по дзюдо у нас и в секции кикбоксинга. И вольная борьба у нас сейчас в данный момент проходит тренировки. Здесь у нас большой зал для единоборств. В основном здесь дети у нас занимаются разными секциями. Секция дзюдо у нас здесь функционирует вольная борьба. Также у нас сегодня занимаются дети по кикбоксингу. Сейчас мы можем наглядно увидеть, и тренировки у нас проходят, и довольно большое количество детей посещает вечерние тренировки у нас. На данный момент вечерняя тренировка у нас количество спортсменов, можно сказать, до 200 человек превышает. То есть набор большой у нас. В секции дзюдо, в секции кикбоксинга. Просто наглядно видно, что татами просто переполнено дзюдоистами. Это получается одна смена или несколько смен сразу? Нет, это одна смена у нас вечерняя. То есть после них у нас еще будет тренировка по карате и по вольной борьбе. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Верхние Очулки созданы все необходимые условия для занятий спортом. Основные помещения комплекса расположены на первом этаже. В большом зале одновременно проводят свои тренировки несколько секций. В среднем у нас тренируется около 50 детей, бывают и превышают лимит. Чуть-чуть трудновато бывает, чересчур много, когда приходят. А так, очень перспективные пацаны. У нас выезд был во Владикавказ, ездили мы. В субботу закончился турнир, там было
более 1000 участников, 1060 точнее участников было, из стран СНГ даже приехало. Мы там ездили, тоже неплохой результат показали, приехали. 1 первое было и 1 третье место заняли. Тут уже будет видно, вот все скамейки бывают забиты, вот под конец тренировки все родители приходят, к началу тоже приходят они. А так сидят, посижают, они нам мешают, мы, в общем, их домой отправляем до конца тренировки. У нас цель двигаться вперед, только вперед. Пока они еще маленькие, на официальных соревнованиях мало выступают. А на официальных соревнованиях у нас тоже сейчас был отбор, республика, трое прошли отбор. Они с моим напарником Тунгоем Русланом выехали в Хасавюрт. Да. Сейчас будут они отбираться, уже на Россию будет отбор. Всего в этом комплексе функционирует 12 секций. Одним из самых популярных видов единоборств в сельском поселении Ачулки смело можно назвать дзюдо. Каждый вечер на татами здесь можно увидеть свыше 50 детей, которые сделали свой выбор в пользу этого олимпийского вида спорта. Сулейман, расскажи, сколько лет ты здесь занимаешься? Участвовал ли ты на каких-нибудь соревнованиях? Я уже занимаюсь 5 лет, участвовал в разных соревнованиях. Последний турнир у меня был в декабре, Кубок Носова. Этот турнир был самый сложный. Вот сколько у тебя там схваток было? Какая самая сложная у тебя была схватка там? И какое ты место занял? У меня было 5 схваток, самая сложная была 5-я схватка. И какое ты место занял? 1 место. Вот когда ты выиграл этот турнир, вот радовался ли ты? Что ты можешь сказать вообще общем про этот турнир? Да, очень радовался, да. А вот теперь ты приехал в Ингушетию домой. Расскажи, как у вас проводят тренировки, к каким турнирам ты готовишься? У нас тренировки бывают каждый день, очень сложно. Да. Сейчас мы будем ехать в Краснодар. Вот готов ли ты уже выступить на этом турнире? Как ты себя чувствуешь? Я чувствую очень хорошо, готовы побороться. Если в общем говорить, какая у тебя цель в дзюдо? Какой результат ты хочешь показать? Я хочу стать олимпийским чемпионом. И что нужно для этого делать? Тренироваться каждый день. На сегодняшний день у нас в одной группе тренируется около 70-80 человек. Дети у нас, как и всегда, как и во всех видах спорта, очень талантливые. У нас, в принципе, вечером с 4 до 6, с 6 до 8 и утром также тренировки идут. Но сейчас это уже одна группа тренируется, вот за нами, которая тренируется, это одна группа, около 80 человек. У нас есть некоторые группы, у которых 3 тренировки в неделю, а есть некоторые более уже, так сказать, те, кто побольше ходят, у них каждый день тренировки. А есть новички, которые у них через день. У некоторых есть вторник, четверг, суббота, у некоторых понедельник, среда, пятница. По идее, это из всех видов спорта, дзюдо – это самый подходящий вид спорта нашего менталитету. Начиная с формы одежды и заканчивая уважением соперника. По мне и по многим это самый подходящий вид спорта. Там и люди учат уважению, людей, вернее, учат уважению, и форма одежды соответствует. Насчет цели, у нас цели воспитать как можно больше чемпионов, неважно, он будет мастером спорта международного класса, по сути, из 1000 человек один только выходит олимпийским чемпионом. Наша цель – это, во-первых, воспитать правильно, чтобы дети были здоровыми наши. Получится чемпион из него или не получится, это уже мы не знаем. Но, как правило, мы будем стараться, чтобы те парни, которые к нам ходят, из них всех вышли, чтобы хорошие спортсмены. Вместе с дзюдоистами соседней секции свои тренировки проводят и боксеры. Здесь также тренировочный процесс проходит несколько смен. Во время занятий здесь можно увидеть свыше 50 спортсменов, которые постигают азы одного из самых зрелищных видов спорта – бокса. Дзюдо, секция дзюдо, у нас еще занимаются дети по кикбоксингу. Это у нас вторая половина зала. Здесь занимаются в основном в секции кикбоксинга. Также здесь занимаются дети по боксу. На данный момент у нас проходит тренировка по кикбоксингу. Тренировки ведут 2 тренера у нас. Базиев Яхья и Базиев Магомед. Вот есть ли первый результат именно по боксу или же кикбоксингу?
У нас с момента открытия нашего ФОКа есть свой чемпион России по кикбоксингу, есть чемпион Европы по кикбоксингу. И также занимали призовые места на всероссийских турнирах по кикбоксингу. Наши боксеры занимали места, есть призовые места по боксу. Вот. Я считаю, вот, так как бокс является олимпийским видом спорта, даже 3-е место в чемпионате России для нас большой успех. То есть и во время там, набора тренерского штаба также проводится какой-то, да, некий отбор? Тренеров мы набирали с верхних Ачулков, то есть до открытия ФОКа раньше у нас был зал для бокса, расположенный в верхних Ачулках. Вот, они там работали, эти же тренеры работали в этом зале, то есть мы смотрели их результаты, конечно, мы не стали приглашать других специалистов, так как наши специалисты нас устраивают. То есть уже опытные? Да. Era опус. Я в воскресенье выходной дольше. В субботу, понедельник до субботы. А за тренировки, да, ну что, за Эгер Хала, молодыми хорошие тренировки, все надо только Бог. Пятница хоккей, понедельник физика, бог А то случайно раз на сцене шкута вио, ну коня соревновать, Эгер Хала, запомните, Эгер Хала где-то соревновать молодой. هنزايح чемпионат республики Малгобеки. Тегистен Халдерс, Декпортик Сатерич. Молодец такая. Второе место. Дзюдо и хаоса. Так, дзюдо республики. Первый яха. Так, канц боксе чамбу росу ах. Канц боксе хач эхтаксу уж. Я тренировки. Диктор канц Редукуяш республика соревнуяш руден по канц второй яхая республика. Канц следующий андели России вахляр хаосу. При наличии всех условий для занятий спортом игурские спортсмены буквально могут горы свернуть, что они не раз доказывали на соревнованиях самого высокого уровня. Подняться на первую ступень пьедестала почета на мировых первенствах – вот задача молодых талантов ФОКа сельского поселения Верхние Ачулки. У нас есть многократный чемпион России по кикбоксингу. Есть также результаты по армспорту у нас, это высокие результаты. Есть по вольной борьбе, то есть они занимали места в СКФО, есть по дзюдо тоже. Конечно, мы уделяем внимание еще игровым видам спорта. То есть у нас есть своя футбольная команда, взрослая и младшая футбольная команда, есть волейбольная команда. По футболу мы тоже занимали высокие места первенства Республики Ингушетия. Также мы ежегодно проводим турниры, то есть у нас свои ежегодные турниры, есть чемпионаты республики, которые мы проводим ежегодно. Вот недавно мы проводили по игровым видам спорта, то есть по волейболу мы провели северокавказский турнир, то есть приезжали к нам команды с Нальчика, приезжали, были из команды с Моздока, с Чеченской республики. Довольно интересный турнир был. Также мы ежегодно проводим турниры памяти героев России, памяти Асканова, Калиматова, Катиева. То есть мы проводим эти турниры ежегодно.
Вот, 7 в дальнейшем мы планируем тоже провести несколько масштабных турниров. 7 марта у нас будет проходить открытый кубок Ингушетии по женскому волейболу, то есть возрастные команды будут участвовать. Это у нас впервые в истории. Вот, в дальнейшем мы планируем провести тоже турнир по вольной борьбе, турнир по дзюдо. Соответственно, у нас есть свой план годовой. Думаю, мы справимся, доработаем свой план в полном объеме. Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Верхние Очулки за 4 года успели заявить о себе на республиканских и всероссийских соревнованиях. Руководство и тренерский состав спорткомплекса воспитывают своих подопечных в спартанском духе, учат их выдержке, собранности, мастерству. Они хотят видеть своих спортсменов уверенными в себе, сильной волей и бойцовским характером. Надеемся, что у них все получится, и мы увидим воспитанников этого спорткомплекса на самых высоких пьедесталах спортивного Олимпа. Все эти достижения, все эти результаты, которые мы добиваемся, мы не добиваемся только одним человеком, то есть одним успехом. То есть ни один директор не сможет добиться таких результатов, ни один тренер не может добиться. У нас весь коллектив сплоченный, так как коллектив сплоченный, у нас работа всегда проходит на высшем уровне, начиная от техперсонала, заканчивая до моего зама. Вся наша работа, конечно, строится на слаженный коллектив, то есть без них мы не справились.